Добрый вечер, Ахмед. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Ахмед, сразу хотелось бы услышать от вас, что вам известно об этом убийстве и, собственно, об этом человеке, Тумсо Абдурахманове. Что это был за человек? Насколько, скажем так, то, о чем он писал, о чем он говорил, насколько оно могло быть, ну, скажем так, болезненным, обидным для Кадырова? Действительно ли он мог, вот, собственно, совершить, его люди, совершить вот это преступление? Добрый вечер. Относительно вот той информации, которая сегодня проходит в средствах информации, и о вашем вопросе. Я очень надеюсь, что Тумсо Абдурахманов жив, здоров. Я очень на это надеюсь, потому что официальной информации из Швеции нет, она не подтверждена, хотя она и не опровержена. Но я знаю, в таких случаях, я уже многие годы нахожусь именно в таком положении, когда приходится, когда полицейские или службы безопасности той страны начинают беспокоиться и предпринимают какие-то оперативные мероприятия, чтобы предотвратить такого рода действия, то есть совершение убийства или покушения. Когда приходит информация, вот именно вот в случае с Абдурахмановым, потому как это складывается ситуация, я вижу именно такое развитие. Я очень надеюсь, что он живой, здоровый, что он находится под защитой шведских властей, и они нам в ближайшее время, наверное, дадут какую-то информацию. А относительно второй части вашего вопроса, да, безусловно, работа и деятельность Тумсо Абдурахманова, она очень болезненна именно для Кадырова и для кадыровского окружения. Именно он стал известен и популярен в чеченском обществе, и, да, я думаю, в медийном пространстве именно на этой основе, на критике Кадырова и его окружения. И, естественно, они очень болезненно воспринимают его работу. И я уверен в том, что, имея свою возможность, они его могли бы ликвидировать. Но я очень надеюсь, опять-таки, что все-таки службы безопасности Швеции, они среагировали на это и не предотвратили это.